Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий в студии Юрий Осипов. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками органа опеки и попечительства. Следствием установлено, что в орган опеки и попечительства администрации Булунского улуса поступило экстренное сообщение от жительницы села Таймылыр, состоящей на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, которая сообщила, что ее супруг угрожает убийством своим сыновьям в возрасте 1 и 2 лет. Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, должностные лица органа опеки и попечительства не приняли мер, направленных на изоляцию детей от отца. 19 апреля текущего года мальчики были госпитализированы из дома с колото-резанными ранениями в медицинское учреждение, где скончались. По данному факту следственными органами Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении отца детей об их убийстве. В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия, направленные на установление причин произошедшего. Осуществляются допросы, осмотры, будет изъята и всесторонне изучена необходимая документация, регламентирующая порядок действий лиц, в чьи функциональные обязанности входит контроль за безопасностью малолетних детей, находящихся в социально опасном положении. Расследование уголовного дела продолжается. После тушения пожара на гидропосте в Аймиконе нашли тело работницы. По этому факту следователи проводят процессуальную проверку. В Следственный комитет поступило сообщение о том, что при тушении сотрудниками пожарной охраны возгорания гидрологического поста обнаружено тело его работницы 1981 года рождения. На место происшествия выезжал следователь Следственного комитета, сотрудники полиции, эксперт, а также МЧС России по Якутии. Проведен осмотр и иные неотложные проверочные мероприятия. Сотрудникам следкома с места пожара изъяты предметы и вещества, имеющие значение для установления причины возгорания. В рамках проверки назначены необходимые экспертные исследования. Руководитель строительно-производственной фирмы обвиняется в хищении в особо крупных размерах при строительстве многоквартирного дома в Якутске. Полицейские установили, что он привлек деньги пайщиков и, не исполнив взятые на себя договорные обязательства перед другими организациями, совершил хищение денег, переданных гражданами в качестве оплаты за квартиры. В результате злоумышленник причинил 3 потерпевшим ущерб в особо крупном размере на общую сумму свыше 8 миллионов рублей. В его отношении возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время органами предварительного следствия принимаются меры для обеспечения возмещения ущерба потерпевшим. Полицейские установили подозреваемого в краже с банковской карты в Нерингре. С заявлением о хищении обратился местный житель. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, которым оказался 37-летний житель Амурской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений имущественного характера. Установлено, что подозреваемый нашел мобильный телефон, который потерял потерпевший. Воспользовавшись сим-картой и тем, что абонентский номер связан с банковской картой, злоумышленник перечислил более 56 тысяч рублей на свой счет через мобильный банк. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. В Анабарском районе вынесен приговор по уголовному делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции. По сообщению прокуратуры региона, 21-летний местный житель был признан виновным в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. В феврале текущего года сотрудники полиции выехали по поступившему сообщению и установили подсудимого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем сотрудники полиции потребовали пройти для дальнейшего разбирательства в дежурную часть. Подсудимый, уже находясь в салоне служебной машины, пнул одного из полицейских. Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Вооруженный ножом мужчина в понедельник напал на прихожан мечети в центре Тираны. 5 человек были госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Злоумышленник задержан. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. 5 человек пострадали в понедельник в результате нападения, произошедшего в мечети на одной из центральных улиц столицы Албании Тираны после полуденной молитвы. По данным местных изданий, в помещение зашел 34-летний мужчина, который стал наносить прихожанам ножевые ранения. Все пострадавшие были госпитализированы, их жизнь вне опасности. Преступник был задержан полицией. Им оказался житель города Бурелли, расположенного примерно в 60 километрах к северо-востоку от Тираны. Следователи называют лишь его инициалы РН. По данным правоохранительных органов, мужчина страдал от депрессии и находился в розыске по подозрению в причастности к еще одному нападению с ножом, произошедшему в марте.
Мотивы злоумышленника и все подробности произошедшего выясняются. Власти говорят, что это был изолированный инцидент, и местным жителям больше ничего не угрожает. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.